Değnek kasilarda kaftalay lay lala. Расскажу вам сегодня о исконно галгаевских землях. Все, наверное, видели фейковые, нарисованные ингушскими непередастыми карты, где практически вся западная Чечня находится в составе Ингушетии. Это ложь. Земли галгаев никогда не были таких масштабов, как рисуют сегодня карты ингушские сказочники, а простой народ верит всему, что им преподносят их активисты. Исконно галгаевская земля – это Джейрахский район, а все остальное – это нахчинские земли, завоеванные русскими у горцев и подаренные потом своим подданным ингушам за отличную проведенную работу в завоевании чечено-аварского государства Имамат. Так ингуш, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, профессор и доктор философских наук Танкиев Абукар Хажалиевич пишет: наименование Галгаевский позже сохранилось за Хамхинским шахаром, так как территория, на которой он был расположен, называли Галгайчия. Начиная с 19 века это название стало обозначать всю Ингушетию, так как ядром формирования единого ингушского этноса стал Галгаевский шахар. Кроме всего прочего, мы видим также, что все остальные некогда нахчинские тейпы, такие как царинцы, евлоевцы или фяпинцы, начиная с 19 века начали себя называть Галгай, а до этого они были нахчинцами. Мы помним встречу нашего брата Азамата с Идрисом Абадиевым, где он сам признал, что его тейп Евлой начал называть себя Галгай 200 лет назад. Во всех источниках 18-19 веках Галгай именуется как народ нахчий. Еще посмотрите это видео, где ингуш из Галгайчия также подтверждает сказанное ранее. Он рассказывает, кто является Галгай на самом деле. عبر أو شهر شربت عبر بو أو في بو أو بيني بو كور بو لا سيلي عندي قدر هو اللي شكيش فيها بي فيها بي بو